Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Боры Донайортис, добрый вечер, дорогие жители Республики Коми. Сегодня в своем видеообращении расскажу о заседании Госсовета и о том, как мы распорядимся нашими дополнительными доходами в бюджете республики, куда их направим, ну и расскажу, как мы формировали вот этот перечень по дополнительным средствам и о чем сегодня докладывал на Госсовете. Итак, я вам напомню, что в конце 2020-го мы утверждали бюджет на 2021 год, и бюджет у нас был очень тяжелый, мы его приняли с предельным дефицитом, это 12,2 миллиарда рублей. Я постоянно приводил пример, что когда в семейном бюджете расходы постоянные, а доходов меньше, чем расходов. И вот мы в течение года, я и правительство, особенно экономический блок, делали все для того, чтобы улучшить состояние бюджета, с тем, чтобы бизнес поверил в ту концепцию, которую мы взяли за основу, а это диверсификация производства, то есть максимальный перевод производства промышленности на переработку, а не только на передел, дополнительные, очень большой перечень мер на развитие и поддержку бизнеса, в том числе в сухопутных арктических зонах. Вот вся эта работа дала эффект, и мы к концу года сегодня имеем дополнительный источник в виде как раз налогового источника. В основном это налог на прибыль от нашего бизнеса, от наших предприятий. И это очень приличная сумма, это 8,7 миллиардов рублей. Вот сегодня мы вынесли на Госсовет предложение, куда направить 7,7 миллиардов для того, чтобы действительно поддержать и экономику, поддержать медицину, поддержать материнство и детство и так далее. Обо всем по порядку. Ну, на самом деле, вот предложение, с которым я сегодня вышел в Госсовет, это предложение, поступившее от вас, уважаемые жители, в те многочисленные поездки, когда мы с вами встречались. Ну, например, очень много было пожеланий, чтобы выделить дополнительные деньги на бесплатные льготные медикаменты, чтобы добавить денег на здравоохранение, на медицинское оборудование, потому что его не хватает, на дополнительные автомашины скорой помощи и так далее, и так далее. Вот мы сегодня все это вместе сложили, получилась очень большая сумма, 1,5 миллиарда рублей, но, тем не менее, мы посчитали, что ваши просьбы, ваши пожелания должны быть услышаны, удовлетворены, и мы сегодня 1,5 миллиарда из этих 7,7 миллиардов заложили на здравоохранение. Очень много было обсуждение о том, что с 2018 года не меняется методика по оценке работы преподавателей в школах, и это тоже идет на разрыв, нам не хватает каждый год денег для того, чтобы до конца года выплатить зарплаты учителям. Разрыв большой очень, и мы в этом, вот как раз в этих 7,7 миллиардах предусмотрели 900 миллионов на компенсацию вот этих выпадающих расходов по заработной плате учителям. Плюс очень много было от сельхозпроизводителей, в первую очередь от аграриев, тех, кто занимается молочным животноводством, что цена постоянных расходов на содержание, на коммунальные расходы на фермах растет, а цена за молоко не меняется и становится просто невыгодным, убыточным производством молочной продукции. Сегодня почти 100 миллионов, 97 миллионов мы направили на то, чтобы компенсировать вот эти выпадающие расходы у аграриев. И вот таких, да, на поддержку семьи, многодетных семей, семей с детьми почти 900 миллионов рублей. То есть вот на самом деле
Очень, да, поддержка муниципальных бюджетов, почти 200 миллионов. Тоже об этом постоянно говорили руководители муниципалитетов, что им тоже не хватает денег. И вот все это сегодня было учтено, и мы сегодня с этим как раз вышли в Госсовет. И две очень крупных тоже суммы, тоже о них отдельно скажу, это еще в 2018 году была заключена концессия. Дороги в Республике Коми – это очень большая проблема. И вот прежним правительством была заключена концессия. Концессия – это когда строится дорога сегодня, а деньги платятся последующие годы. Ну, такой как бы кредит. Так вот, по этой концессии была построена дорога на участке Сыктывкар, Ухта-Печора, Усинск-Наринмар, на участке Малая Пера, поселок Ирайоль, и поселок Ирайоль, поселок Аджиром. Вот этот участок был построен в долг, и до 2025 года мы должны каждый год 1,5 миллиарда платить в счет погашения вот этой концессии. Но мы весь год, вот 2021 год, обсуждали с концессионером с тем, чтобы все-таки досрочно погасить в этом году, а не платить до 2025 года. В итоге, значит, концессионер пошел нам навстречу, и мы вместо 5,6 миллиардов, которые должны были заплатить до конца 2025 года, сегодня платим 3,4 и досрочно гасим вот этот долг по концессии, тем самым экономим для бюджета республики 2,2 миллиарда. Это огромная работа, и вот она тоже так положительно закончилась. Но, еще раз подчеркиваю, если бы мы не сработали вот так с правительством серьезно и не получили эти дополнительные доходы, то нам было бы не из чего гасить вот, и выплачивать все вот те задачи решать, по которым я назвал выше. Еще одна очень большая тоже задача – это Коми Авиатранс. Нам нужно в обязательном порядке свою региональную компанию сохранять, потому что только Коми Авиатранс сегодня летает внутри республики. Это, как правило, все рейсы убыточные, мы все их датируем, но они очень важны, потому что почти 200 населенных пунктов у нас не имеют круглогодичной дороги и сообщения, и поэтому нам нужно в обязательном порядке Коми Авиатранс сохранять. За прошлые годы были накоплены долги, и мы их сейчас гасим с тем, чтобы финансово оздоровить компанию, чтобы она снова могла работать, летать, чтобы была доступность у наших жителей. Вот сегодня мы 1,8 миллиарда предусмотрели, и Госсовет поддержал на как раз финансовое оздоровление компании Коми Авиатранс. Ну вот, итого 7,7 миллиардов. Я считаю, что это сегодня такой судьбоносный был Госсовет, потому что мы вот впервые за эти 2 года смогли доходы получить и вот взять на исполнение те наказы, те пожелания, которые от вас прозвучали за последний год. И в завершении, как обычно, об эпидобстановке. Мы за сутки опять подросли. У нас 325 случаев вновь выявленного ковида. Вчера было 323. Сразу скажу, что по заболевшим у нас 22 человека из 325 человек. Это люди были привиты. Но, опять же, вот эти 22 человека, они... 14 человек легкое амбулаторное течение заболевания, 8 человек госпитализированы, но повторяю, что мы следим за судьбой каждого госпитализированного, вакцинированного, и вот в итоге я вам всегда говорю, что заканчивается лечение выздоровлением. Ну, по городам ничего не меняется: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Сосногорск, Ус-Кулом. И по опять нашему траурному списку за сутки умерло 6 человек. Из этих 6 человек 2 были вакцинированы. Но почему эти люди все-таки умерли? Потому что одна женщина, будучи вакцинирована, имела тяжелое онкологическое заболевание, и просто, что называется, уже наступила критическая фаза онкологического заболевания, и в данной ситуации человек умер не от ковида, а именно от онкологии, но при этом заболев ковидом.
И вторая женщина тоже имела очень большое количество заболеваний. Ну, в первую очередь, конечно, это инсулинозависимый диабет, гипертония, тяжелое поражение сердца, сосудов головного мозга, ну и вот тоже наслоившийся ковид. Причем женщина заболела между первой и второй прививками. Вот это очень важно. Я снова хочу на этом внимание заострить. Если мы начинаем прививаться, нужно очень быть аккуратными в контактах, ограничить контакты до минимума, везде соблюдать, даже если вам нужно выйти куда-то в общественные места, обязательно масочный режим, обязательно обработка рук, потому что между первой и второй прививками организм не защищен, и он особо уязвим. Но вот, тем не менее, я считаю, что все-таки в обязательном порядке, и повторяю, когда вы прививаетесь, нужно быть особо избирательным в части контактов, поскольку, повторяю, иммунитета еще нет, а организм, уже будучи привит, уже получил нагрузку вирусную. И, конечно, нужно быть очень аккуратным. Ну и по койкам. По койкам мы нарастаем по заполнению. Занятых коек у нас 2120. Сохраняем пока вот этот разрыв 20% между развернутыми и занятыми, развернуты 2602 койки, но у нас огромные проблемы с кислородом. Мы сегодня, по сути, вот, ну, что называется, уже собираем с миру по нитке для того, чтобы обеспечить Эжву, больницу, ковидный госпиталь наш, кислородом, потому что кислород должен прийти из Кирова только в 8 часов вечера. И в этом смысле, конечно, вот это большущая проблема. Вчера я вечером связывался с Минпромторгом России, с первым заместителем министра. Им задачу тоже поставил и обозначил проблему. Завтра будет ВКС с Татьяной Александровной Голиковой, зампредом правительства, и ей тоже этот вопрос тоже обозначим, потому что вот с кислородом действительно начинаются огромные проблемы. По завершившим вакцинацию у нас на сегодняшний день 274 229 человек завершили вакцинацию. Остаток вакцины у нас большой, более 140 тысяч доз, поэтому, уважаемые жители республики, пожалуйста, вакцинируйтесь. И если есть какие-то вопросы, задавайте их вот в моих социальных сетях, я их просматриваю, и если у вас есть какие-то сомнения, либо лечащему врачу, либо задавайте в соцсетях, я их смотрю и обязательно вам на вопросы, которые вас как-то смущают, прививаться, не прививаться, отвечу. На сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя и берегите своих детей. Дети, к сожалению, у нас болеют, и очень много болеет детей. Соблюдайте масочный режим. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.